Э, э, э. Мужчина, вы мне объясните, как у вас есть контакт, когда я только что секунду назад запустил стрим? Вы из будущего, что ли, пишете? Э, так. Вот сейчас, вот сейчас стрим запущен. Э, ага, ага. У-ху-ху-ху-ху. Так, ну, добро пожаловать в Дельтару на вторую главу. У-ху-ху-ху-ху. Начать. Котеечко ты мой, усятенький. И... Кстати, а звук вообще есть или звука нету? У меня, признаюсь честно, у меня фобия с первых стримов о том, что как бы у меня все возможные слайдеры говорят, что звук есть, а на самом деле звука нет. По крайней мере, в прошлый раз так было. Поэтому у меня фобия по поводу звука. Котичка ты мой маленький. Иди там, поточи. Так, я тут. Я Крис. Я готов. Им. Крис, солнышко, ты не спишь? В смысле звук вернулся, звука не было? Как это звука не было? А, ну может я башкой крутил, я кота отгонял. Так, нет, нет, нет. Ладно, лежи тут. Лежи тут. Лежи тут. Как странно. Ну ладно, главное, что звук есть, это самое главное. Крис, признай. Да что ты мохнатый, ты либо сядь, либо иди. И не надо на меня так смотреть угрожающе. Так, прошу прощения. Крис, признавайся, кто весь пирог съел? Это же твой нож остался на противне. Ох, Крис. Мне что, опять духовку на замок запирать? Ладно, вставай уже, пора в школу. Итак, теперь я хладнокровный, в режиме хладнокровного убийцы. Нет, я все еще Крис. То есть, короче, это чара, которая не чара. В конце прошлой главы проснулась, сожрала пирог и снова отправилась спать. Ну, звучит логично. Ту-ту-ту-ту. Так, 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 так. Надо воспользоваться туалетом и снова не смыть. Унитаз. Воспользовались, не смываем, экономим воду. Так интересно, куда меня почему не было, а потом я привел сюда. Галочка усатый. Ты, чудик мой мохнатый. Лучше у меня на стриме сидеть, меня смотреть тоже. Ну, если в унитаз не смывать, то в унитазе кое-что помимо воды будет. Но его тоже могут выпить. Я. И моя радость усатая. Итак, Коза-мама, я весь ваш. Так, мы снова в школе с этими нердами. А что со мной могло случиться? Да ладно. Мы молодые люди. Мы с фиолетовой женщиной просто заперлись в кладовке и хорошо проводили время. Погоди, это немного не так звучит, как не хотелось. Забудьте, забудьте. Что случилось, фиолетовая женщина? Ну так получается, фиолетовая женщина, что ты задрот, а я хулиган. Окей. Доброе утро, класс. Для начала продолжим наше чтение. Иху, школьные будни.
Так. Господи, какие же вы все нерды тут. Ну, куда мы вчера ходили со Сьюзи, это вам не стоит знать, уважаемый учитель. Так, я не хочу рассказывать. Вы лучше бы волновались за Сьюзи, а то мало ли что может происходить. Ты, с одной стороны, ты самый худший учитель из тех, которых я видел, но с другой стороны, я видел кучу учителей таких же, как ты. Итак. О, фиолетовая женщина. Ну, в смысле зомбарь? Я не зомбарь. Зомбари серые, я желтый. Так. Что случилось? Мне кажется, мы просто в кладовке вырубились и там что-то спать легли. Ужас. Лично я поставлю на то, что сейчас за кладовкой ничего не будет. Что случилось? Здравствуйте, женщина-антилопа. Что, Сьюзи, позаниматься школьными проектами? При всем уважении, но Сьюзи не выглядит так, будто бы она занимается школьными проектами. О! Мы со Сьюзи веселимся в кладовке. Блин. Тусуемся. Ну, тусуемся это гораздо менее двузначно. Погоди. Я изначально думал, что женщина-антилопа втюрилась в Криса. Но... Что если она втюрилась в фиолетовую женщину? А я с этой фиолетовой женщиной трогаю в кладовке метлы. Звучит как любовный треугольник. Кстати, да, вот в прошлой главе она вообще никакого интереса к Сьюзи не проявляла. А тут что-то пошло-поехало. Так, секундочку. Я думаю именно это, господин Сьюзи. Нет, я думаю кое-что другое. Ну, если ты хочешь сохранить это в секрете, есть один старый, надежный, проверенный способ. Нам надо убить Неэль. Да ладно, оно сработало?
Максимально не ожидал. Пипец. У нас снова все вещи. У нас все... У нас есть и весь мой инвентарь. Божечки-кошечки. И даже мой шмот остался. Божечки-кошечки. О, здорово. Ты тоже, что ли, здесь? Интересно, а он точно тот же самый Азриэль? Или другой Азриэль? Типа из третьего мира? Нет, погоди. Он меня знал в конце первой главы. Значит, он второй Азриэль. Наверное. Возможно. Погоди, что за подстава? Типа, когда я все заберу, только после этого все появятся. Звучит максимально подозрительно. Так, ну, пойдемте собирать всех. Блин, это самая ухватистая голова, которую я видел в своей жизни. Fuck my life. Честно говоря, это очень странно. Я бы с удовольствием получил какие-нибудь объяснения от Азриэля, какого хрена. А, то есть так, то есть довольно интересная топография. То есть темный замок Ральзея — это кладовка, куда мы попадаем, когда свет в кладовке выключим, а весь остальной мир — это типа классная комната справа. Вот запечатали фонтан, поэтому весь остальной мир вырубился, и все превратились в всякие игрушки. А мы взяли и перенесли их в замок Ральзея. Как хитро. Так, сначала давайте осмотримся. Ах, интересно, как правильно произносить «ах» с твердым знаком «ахи»? Ваша милость соизволила услить всех нас, сей град у замка. Короче, я не буду язык ломать. Это слишком сложно, а у меня язык один только.
Превзнести на трон злогласного правителя, но у нас же лансер есть, зачем нам еще один? Дай мне лучше к себе в дом полутать. Это что такое? Ну, если халявно. Печенька и муженой. Что? Фиолетовая женщина. Мне кажется, нас только что поженили. Так. Так. Поговорить. Так, ну, для начала объединить вещи. О, я могу из 2 бургеров сделать особый бургер. Блин. Ну, что, Subway, что ли, открываем? Объединить. Давай. Да так. Больше бургеров. Нет. При всем уважении, какого хрена, почему я не могу просто сделать 10 тысяч бургеров? Да отстань ты со своими печеньками, лансер. Так. А что с тобой не так? Так, все. Смена в Subway закончилась. Так. Ну, бургеров мы уже халявных себе наделали, только почему-то сами. Веселая дадзё. А веселый ли это дадзё? Здрасте, здрасте. Так, мышь вроде не босс. Дадзё. Наше испытание. Получите несколько крутых призов. Я только хотел сказать, типа, смысл мне учиться, если я иду на хорошую концовку и опыт из-за этого не получаю, но... Испытание. Так. Действовать и щадить в одном ходу. Как интересно. Я ведь, кстати, не догадывался. Побрить. Пощада. Пощада. Что еще? Так. Хитро. Сказка на ночь. Ну и заодно пощада. Ай, господи, боже мой. Ладно, давайте немножко накопим. Действие. Сказка на ночь. И вот теперь усмирение. А теперь правильно. Ну, мы молодцы. В смысле $1? Ты 1 рубль. Ты мне 100 обещал рублей. Что? Испытание. Вот 100 рублей дают. 100 ПН без урона.
Я не уверен, что я справлюсь. Блядь. Окей. Окей. Это немножко сложнее, чем я предполагал. Нормально. Нормально. Живем, 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 живем. Изи, изи, изи. С первого раза. С первого раза. Ну и последнее испытание. Так. Действие. Нора, хвост. Простите. Простите. Простите, не убивайте меня. Тема длинная. Четырехлистник? Да что такое-то? Йо, чил, 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 чил. Семья. Это было очень неожиданно, но окей. Трески Торетто, блин. Ауч. Деревья? Ну и последний раз. Милые парни. Это изи, это изи, изи. Так, теперь нам, милому парню, надо умудриться не сдохнуть. Пощада. Кстати, можно было пощаду на прошлом ходу прожать. Меня же специально этому учили. Ну, в принципе, мы тут закончили. Нора. Так, а ты кто? Вот тебя я вообще не видел в прошлой главе. А ты кто? Так вот. Окей, ливаем отсюда. Так, для начала сохраниться. А то меня что-то чуть не убили. Лавка. О, это этот челик. Так. Так. Ну-ка, расскажи мне про кристалл. Мы обязательно найдем больше таких. Короче, исследуй, убивай, лутай кристаллы. Я могу жить.
этим девизом. Кстати, у меня 28 мест под лечилки. Это интересно, учитывая, что в прошлый раз с местами под лечилки были проблемы. Ну ладно, так, кофе. О, кстати, тебя я помню. Так, ну, расскажи мне последние сплетни. Это был очень странный обмен. Музыкальный автомат. Работающий мы никогда не найдем. Ну, почап-чапали. В принципе, мы тут закончили и со всеми поговорили. С этими я не хочу говорить, они глупые. Сохранить. И я абсолютно ничего не сохранил, потому что абсолютно ничего не произошло. И я доволен этим. Жители. Склад. Интересно, новая глава, новый геймплей. Жители. Любит блестяшки, не любит труд. Уровень 2. Божечки мои, божечки. Что тут происходит? Мы прям в покемоны играем. Интересно. Ну, как интересно. Так, тебя я знаю. О, шляпа. А, кстати, мы в прошлый раз типа вот этого Ральзея тут встретили. Да, мы сейчас будем размножаться, скорее всего. Как бы двухсмысленно это ни звучало. Так что да, нас станет больше. Кстати, мы вот тут вот встретили Ральзея, но дальше нам как бы лансер помешал в первой главе пройти. А сейчас мы можем пройти. Вот Сьюзи мои мысли прочитала. И мне все еще интересно, этот Ральзей это тот же самый Азриэль, который у нас, как бы это, братан по лору или нет? Комната для злодеев. О, нам сюда. То неловкое чувство, когда вроде бы добро победило, все хорошо, но абсолютно непричастных мужиков все еще держат в тюрьме. Интересно, это какое-то политическое высказывание? О, вот я с тобой хотел поговорить в прошлой главе. Ну, вообще да, пришли посмеяться. Это, конечно, грубо и все такое, но он заслужил. А какого хрена? Ты ж вроде карта, а не хомяк.
Маленькая прыгучая тыковка. Ну, если твой сын маленькая прыгучая тыковка, то ты гребаный гигантский хомяк. Причем абсолютно неоправданно. Так, тут у нас что? Жилые помещения. Что это такое? При всем уважении, но зачем нам комнаты в замке, когда у нас вроде как бы есть комнаты в реальном мире? Ну, мы осмотримся. Так. То неловкое чувство, когда вы можете носить все, что захотите, но при этом игра нам ничего не дает взять из шкафа. Ставка для вашего руководства. Так, а как? А я уже хочу оставить его здесь. А у меня руководства-то и нету. Это что такое? Очень странная тема с этим мхом. Только не говорите мне, что она станет гэгом в течение всего. О, это вот так вот женские комнаты выглядят. Кстати, да. А вот это интересный вопрос Сьюзи задала. Типа, мы вот вроде как бы вчера ушли, и вроде как бы день прошел или около того. Когда он успел отгрохать 2 комнаты? Да, у тебя холодильник, пошаримся. Я, кстати, загуглил вчера, и сальса оказалось это действительно что-то съедобное. На мое гигантское удивление. Ну, в общем, Сьюзи у нас женщина простая. Просто жмакни на все, что движется рога. И типа охрененно. Проблема с сальсой, проблема в том, что я, хотя и прочитал, что это вроде как бы еда, я абсолютно забыл, что это за еда. Но, с другой стороны, можно пофантазировать, что это что-то вкусное. Ёб твою мать, что это был за звук? Лансер. Кансер. Лансер, аккуратнее сейчас. Фиолетовая женщина, она занята. Давай без этого. Лансер, держи себя в руках. Ты можешь ударять за зрелем, если хочешь. Ты бухой, что ли? Лансер, ты бухой? Или что с тобой? Зачем? Что? Лансер, ты что, собака, что ли? Это, походу, батя не зря его хомяком назвал. Видать, батя одно время согрешил, были у него интересные приключения.
Ну, мы закончили лутаться. Мы все осмотрели. Ну, вообще, город мы исследовали, так что теоретически мы можем делать лапти отсюда. Только надо еще раз сохраниться. В любой непонятной ситуации надо сохраняться. Кстати, а вот что будет, если я направо пойду? О, здорово, Игогоша. Так, ты чё, дамагу тренируешь? Безусловно. Безусловно. Почему бы не надкусить? Интересно, как бы манекена мы не ударили, с манекена мы пообнимались, то есть типа мы стали на хорошую концовку, а укусить манекена, как бы она нас на плохую концовку не выведет, типа теоретически там мы манекену дамаг нанесли, ну укусив его. Господи ты боже мой, что с тобой не так? Извращенец! Так, ну мы все осмотрели, со всеми пообщались, со всеми передружились. Пора делать лапти. Да ладно. Да ладно. Лансер, ты-то куда? В смысле? В смысле? Лансер только что вошел в меня. Это было неожиданно и даже не особо приятно. Ты-то еще что тебе нужно тут? Вот. Так, теперь после лансера в меня вошел еще и Правилус. Господи, что за оргия происходит? Причем оргия с второстепенными персонажами. Пойдем-ка мы отсюда, пока в меня еще кто-нибудь не вошел. Я очень надеюсь, что это не команда. Что они просто будут как бы типа в инвентаре, не знаю. Мне фиолетовой женщины достаточно, чтобы ненавидеть все вокруг. Ну, лансер не то чтобы улизнул, как бы. Просто когда мы вышли из этого мира и пришли в обратный мир, он по-любому превратился в обычную карту. Как бы изи. Так. Все-таки покажи-ка мне инвентарь. О, карты. Валет пик и карта правил. Ну. В принципе, все правильно. Вот типа они превратились в мусор. Так, но нам сюда. Библиотеку мы не... Какого хрена?
Это вот на это мои налоги идут? Мне кажется, ты не самый эффективный полицейский. И бежать. Ну, учитывая пробку на улице, как бы вообще ничего не удивительно, что мы тут одни. Оу. 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 Ну, Сьюзи, я тебе так отвечу. Темный мир вполне может быть нашим проектом. Мы можем использовать компьютер в моем доме. Итак, мы снова в темном мире. Только на этот раз темный мир весьма-весьма зеленый. Я тоже, кстати, хотел сказать, что любительница больших дыр. Иногда мне кажется, игра очень двухсмысленна. Но не будем об этом. Так. У нас есть Determination. Это что такое? Ну, этот мир не такой уж и темный, но... Кстати, тут точно такая же дорога, как в... Ты кто, блядь? Провода? А. Ау! What the fuck? Ну да, лучше и не скажешь. Провода. Кстати, у нас же лансер и этот Валет Бубей снова появился. Пообщаться надо бы с ними, что ли. Так, вещи. Лансер. Это один из самых странных звуков, который можно было только придумать. И, кстати, а где второй чел? У нас же два должны были быть. Всех уже. Всех уже. Это что такое тут происходит? Стоп. Стоп. Я узнаю голос. Я узнаю голос. О нет, это женщина-антилопа, ее похитили. Что? Метатронесса? Подростки есть просто большие дети, а взрослые еще большие дети. С этим можно согласиться.
Пока мне эта королева нравится. Особенно учитывая позу, в которой она сидит. Чё мы, получается, из темы карт сейчас переэтываемся в тему компьютеров? Ну, я бы взломал эту королеву. Ну, справедливости ради, роботизированное лицо действительно выглядит круто. Я пороботизировал Сьюзи. Ух ты ж, божечки ты мой. Это прям топливо для какой-то хоррор-игры. Ну, эта королева, это да, это скорее всего как бы будет финальный босс. Но первый бой в игре, конечно же, будет не боссом, будут вот эти вот ребята. Кстати, без сил, но столько зрели у нас нету. Так. О! Есть контакт. Это что такое? Это что? Так, атмосфера накаляется. Так. Так. Hello? Это что такое? Это что такое? Это зачем? Так, погоди. Кидок дает 50% пощаде и одиночное действие дает 50% пощаде. А какого хрена? Окей. Я понял, какого хрена. С помощью китка Люси я мог бы два сразу задеть. Но так, значит, только одно. Че, снова что ли драться? Да, на удивление быстро получилось. Но с другой стороны, это буквально самые первые противники. Чтобы их не отпиздить, это, ну, я не знаю, кем надо быть. Кстати, мы все еще команда с непроизносимым названием. Я бы сказал, с PG-18 названием. И я бы хотел услышать ее название, но... Что есть, то есть. Так, лансер. Неужели ты будешь вот просто тут прыгать, как дурачок? А? Вау.
А музычка-то качает. Я люблю такую музыку. Надо вот так вот. А, блин. О, сейчас нормально. Это, если что, я ковер делал на видосик потом. Так. Защита. Защита. Ральзей. Я в тебя верю. Защита. Защита. Слушай, Ральзей их прям наматывает себе на свои пушистые руки. Ну, не знаю, у меня не хватает речки говнотечки, чтобы было прям вообще по-домашнему. Светлый браслет. Но музычка была офигенная, сейчас что-то уже не очень пошло. Это что-то. Окей. Не, все-таки кайфовая музыка. Давай-ка я ее погромче сделаю сейчас. А то вдруг не слышно. Надеюсь, сейчас уши не вытекут, потому что я слегка прибавил звук. Если будут уши вытекать, напиши, я убавлю. Погоди, братан, ты чё? Ты у нас политическое высказывание, что ли? Политика в моих играх? Охрененно. Дайте два. О, здорово. Ты еще кто? Ну, кстати, да, боевой саундтрек не поменяли, но лучше что-то, чем ничего. Задача.
Почему эти ребята стреляют сперматозоидами? What? Интернет, перебой, злой лидер, захвативший власть. У меня плохое предчувствие. У меня очень плохое предчувствие. Это что, игра, опередившая свое время? А у вас есть, короче, такая организация, называется... Блин, я не знаю, как у них страну зовут. А, Темно-Камзон. А, Темно-Надзор. Во, Темно-Надзор. Ну, слушай, что-то королева-то не такая уж и плохая тетечка, по крайней мере, гораздо лучше, чем этот правитель из первой главы. Поиск добровольных приспешников. Что случилось? Ну, привет, медведь. Я думал, нам с ним драться надо будет. Не, Крис геймер. А они двое не геймеры. Ну, я пока еще... А, окей. Сьюзи. Окей. Это его лансер научил по-любому. Раунд первый. Ау. Ау. Да, я вроде и так уклоняюсь. Нормально, в Dark Souls было хуже. Ауч. 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 Ауч.
Мне нравится, когда она так ножкой делала. Ну, слушай, я бы расцвел под ее теплой грудью. Хотя она робот, у нее грудь, скорее всего, холодная. Окей. Я могу притворяться, что я выберу хороший вариант ответа, но я не буду скрывать, что я выберу в этой ситуации. А что, груди не будет? God damn it. Ну, с другой стороны, на что я рассчитывал? Там и груди-то особо нету. Да и не очень-то и хотелось. Так, шар. Снаряжение. И... Я бы предпочел шарф, который дает усиление хила, но надо обновиться, а то последний раз мы обновлялись в начале первой главы. О. Окей. Что такое? Купить 400 бубликов? И я заинтересован. Ау. Game over? Да, но у меня есть склад. Игра. Ты меня не сможешь вот кинуть. У меня есть склад, который бесконечный, который может поместиться 400 бубликов. Может, потому что склад бесконечный. И я жду свои 400 бубликов на складе. Не надо вот этого. Нет? Сюда. Кстати. Это fast travel, это силовое поле. Кстати, а ты что скажешь? Хакер, охотящийся за синими галочками? Это что, пародия на Илона Маска? Ну если... О. Окей.
А, это не сперматозоиды, это клубки шерсти. Кто бы мог подумать. Защита, защита и пощада. Это что такое? Подпнуть может его, что ли? О! Так, а вы, ребята, новенькие. Забота X. Если доброта заразительна, то какого хрена вы меня сейчас атакуете? Так, защита, пощада и пощада. Блять. Ну, это было изи. Я, в принципе, не против, если бы эта королева мою мордашку для чего-нибудь использовала. Эта игра какие-то прям совсем взрослые темы набирает. Иди сюда драться. Иди сюда драться. А куда это? А, то есть вот так вот. Спасибо, Семен. Давай, давай, давай. Я готов. Все, что ли? Все, что ли? Все, что ли? Все, что ли? Оу. Ну, лично я о Кише слыхал, но ты бы ему не понравился.
При всем уважении, ну да, давайте пойдем уже просто. О, пошла жара. Танцевать Икс. Танцевать Икс. Орш, блять. Погоди, какая так? Ау. Танцевать? Защита? Да вы чё? Да вы чё? Да, это не работает. Это не работает. Какие бальные танцы? Ты что, они рэперы? Так, танцевать. 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 Где музыка-то? У меня нет никаких комментариев по поводу этого обмена. Ну, пусть будет так. Пожалуй. Наверное, возможно. По крайней мере, этот чувак больше не будет нас атаковать. И то вперед. Да ладно. А?
О, кстати, выглядит неплохо. Погоди. Игра. Подожди. Игра. У меня есть важный вопрос. Почему у самого правого робота, который зеленый, почему у него грудь? А? Шика. Ты женщина, что ли? Честно говоря, не впечатляет. А как королева? Так, что за рыцарь-то? Он еще, помню, в первой главе всплыл, но без подробностей. Абсолютно кислотная. Причем что такого про них можно сказать? Я бы сказал, они довольно шумные. То неловкое чувство, когда вроде как общаешься с одним, но при этом общаешься сразу с тремя. И что-то полезное говорит только первый. Ну, иногда второй. Третий ничего полезного не говорит. Я даже не понял, что вообще за мусорная работа и при чем она. Ну и ладно. У них, знаешь, вайбы таких рэперов, которые в подъезде сидят и такой: «Йо, ты будешь пить сок из моих носок, йо». Главное им пакеты с клеем не давать. И, в принципе, вырастут нормальными людьми. Честно говоря, музыка у них даже не такая уж и шумная. Я слышал гораздо шумнее. Блин, я хотел поговорить с этим парнем. Ну-ка, идите сюда драться. Так. Задача. Забота. Задача. Защита.
Это что такое происходит? Победили или проиграли? Так. Слушай, 264 рубля за битву, неплохо. Блин, я назад хочу. Какого хрена? Ну, кстати, вот точно как-то персонаж как будто из хоррора. Яйц. О, нам сюда. Сколок напряжения. В смысле, тут человек был. Куда он делся? Я с ним хотел поговорить. Бро. А где это? Ты что ли? Это я тебя не спас, что ли? Это у нас Dark Souls, что ли, какой-то? О, черт. О, нам сюда. Ах ты ж, ёшки-матрешки. Я понял, в чем прикол этой комнаты. Мне ее перезагрузить надо. О, открылось? Само? А. Ауч. О. Ауч. Тихо, 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 тихо. А? Э? Чиш. Я ничего не понял, но я испугался. Сундук. Кинжат. Азриэль. У меня для тебя обновка. Блин, какая-то. Дамаг, а дамаг нам не нужен.
Мне сразу эта женщина-антилопа не понравилась. Почему она флиртует с моей Сьюзи? А? Женщина-антилопа. Внимательнее. Внимательнее. Лансеру не понравилось то, что я с ним сделал за такое. Короче, тут любовный треугольник. Нель, короче, запала на Сьюзи. Вот эта вот синяя птица запала на Нель. Ну, мне, получается, надо в себя влюбить синюю птицу, иначе никак. Та еще задачка. Ага, стоп. Он видел во мне нечто большее. В отличие от Сьюзи, то у нас есть шанс с этой синей птицей. И я с вами. Оу. Это интересно, это что-то новое. Таран. Ну, это было изи. Итак. Таран. Ауч. Таран. Так, стоп. Таран. Бедный таран. Но справедливости ради ты заслужил избиение от Сьюзи. Так, мы закончили или... А, нам еще 2 раза надо в него врезаться. Погоди. Сейчас я эту атаку отражу. Он сказал, если я перейду на темную сторону, я стану немного выше, чем номер 3. То есть номер 2. А номер 2 до этого была Сьюзи. То есть. Что за странное энергетическое напряжение в воздухе витает?
Оу. Да ладно, ведь хп-то на 0 у меня ушло, а не у тебя. Ну, показывай, что у тебя там. Бро. Итак. Нам вообще в какую сторону? Ну, честно говоря, если бы со мной полезли обниматься, я бы тоже был с Юзи в этот момент. Так, мужчины, нам в какую сторону-то, влево или вправо? Где сохраняшка? У меня одно хп. Алло. Дверь закрыта. Ну, кстати, реально, а зачем нам этот отбросник нужен, если у меня с инвентарем все в порядке? Да мы это еще в начале главы с этим разобрались. Если на что-то намекаешь, ты вот прям скажи мне, прям в лицо, посмотри и скажи. Нет? Ну ладно. У меня все еще 0 хп. Я нервничаю. Так. Подожди, с кем я хочу пойти? С одной стороны, у Ральзея есть магия, там исцеление, усыпление, все такое. То есть с ним как бы будет безопаснее. С другой стороны, если я пущу Сьюзи одну, то она встретится с женщиной-антилопой. И они будут флиртовать. А я не могу этого позволить. В смысле, блядь?
В смысле, блядь? Ну, по крайней мере, со Сьюзи никто не будет фильтровать. Блять. Я не выдержал, съел лечилку и через 5 шагов, сука, через 5 шагов. Через 5, сука, шагов. Так, а что будет, если я не того? Так. Так. Погоди. Погоди. Ай. А что будет, если пешеход не нажмет на светофор, а? Yes. Yes. Я не знаю, радоваться ли мне, потому что я это прошел, или расстраиваться, потому что это было абсолютно бессмысленно, судя по всему. Кстати, стоп. Не буду скрывать, у меня нет ни единого шанса пройти. Ладно. Я все-таки сдался. Я как хороший мальчик нажал на кнопку. Мои геймерские инстинкты подвели меня. О, 20 рублей в мусорке. Напоминает молодость. Я тоже. Оу. Оу. И, кстати, тут женщина-антилопа где-то была. Больше пугали? Ну, реклама она такая. Сначала она пугает, а потом ты к ней привыкаешь и даже не замечаешь почти. Или можно просто установить отблок. Осуждаю, если что. Слушай, если наши товарищи сбежали от нас, мы можем вместе где-нибудь уединиться. Да-да-да. Я, между прочим, как показала предыдущая глава, весьма неплох в флирте.
Слушай, я начинаю подозревать, что я был прав, что мне нужно будет соблазнить эту синюю птицу. Так, женщина-антилопа, рассказывайте, что вы тут вообще делаете? Э, Союз с тобой. Я вообще-то нацеливался на синюю птицу, но... в принципе, в принципе... Ладно. О, погоди-ка. У меня появился новый напарник, причем даже экипированный. Причем даже совсем-совсем. О, как интересно. Так, а что у тебя по навыкам? Лечащее слово. Так, так слушай, ты, получается, у нас замена Азриэля, что ли? Так, если ты замена... В смысле Сьюзи? В смысле Сьюзи? Подожди. Какие у тебя дела со Сьюзи? Точно спрашиваешь просто так? Ты уверена? Я, я за тобой слежу. Э. Ну, смотри, как настоящий мужик это делает. Упс. Не смотри. Так. Закрой глаза, если что. Я абсолютно не уверен, что это сработает еще раз. Тут смотри. Так, а зачем мы это делали? А мы это делали зачем? Кукушка. Ну и тебе, Ку. Очень много циферок. Ух ты, у меня еще один живой человек в чате. Не может быть. Сегодня день точно как-то идет странно. Так. Ты кто? А, ты монстр. У меня все еще вопрос. Почему зеленого парня нам заменили на белую олениху? Что за забота есть? Да-да-да, прошлый человек, если что, долго не прожил. То...
Погоди. Эта белая женщина-лениха не просто покушается на мою Сьюзи, она еще не знает, как работает РПГ? Ну это двойной грех. Так, так, все верно, все верно. Мы всех побеждаем милосердием. Мы грубо уничтожаем абсолютно каждого обнимашками. Так, я надеюсь, это... Так, что за костюм? Что за костюм? Блин, за моей спиной стоит серийный убийца, ну теперь мертвый. Брат мой, я тебя обрадую. Серийный убийца стоит у тебя не за спиной, а спереди. За спиной у тебя стена. Погоди. Так. Хотя мы женщину-оленюку и оредили. Да-да-да. Да-да-да. Я даже более того, я скажу, что спереди у тебя, помимо серийного убийцы, есть клавиатура. Как ты думаешь, откуда я это знаю? Я это знаю, потому что... Так, ты готов? Ты готов? Ты готов? Это очень важная информация. Я это знаю, потому что ты пишешь на этой клавиатуре сейчас. Да-да-да. И с помощью логики я догадался, что если ты пишешь на клавиатуре, то клавиатура находится прямо перед тобой. Да-да-да. Даже больше того скажу. Я даже больше того скажу. Если ты слышишь меня, значит, у тебя есть либо наушники, либо колонка. Это дедукция, это мозг. Это 4000 IQ. Смотри, что я уже тебя знаю. У тебя за спиной есть стена. Перед тобой есть клавиатура. Вот так вот. Вот так вот. Думай, подписывайся. Так, пока надо вот этого парня убить. Укологи бибигают в нашу сторону. Уколог. Радуша. А! Я отвлекся на чат! Hello! Ну, 172 рубля неплохо. Наушники — это еще не все. Ты готов к откровению, которое перевернет весь твой сегодняшний день? Это откровение простое. Перед тобой, помимо клавиатуры, есть монитор, который ты в данный момент смотришь. Да. И этот монитор... Внимание. Внимание. Держись. 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 Этот монитор, он включен. Синема. Просто синема. Просто... Я просто с помощью методов дедукции просто... Я, блин, так собой горжусь. Но, это еще не все. Реклама всего за 9,99. Тут реклама. Гляди. Окей, чуть попозже. Помимо включенного монитора, клавиатуры и стены, у тебя есть еще кое-что, о чем ты даже сам не подозреваешь. Хочешь узнать, что это?
розовая лента. У тебя есть интернет. Да-да-да. И даже более того, ты, хотя и сидишь в квартире, но в то же самое время ты сидишь в интернете. То есть ты находишься в суперпозиции сидения в двух местах одновременно. А знаешь, что такое суперпозиция сидения в двух местах одновременно? Это загадка про два стула. Вопрос. У тебя либо квартира с пиками, либо интернет цензура. Да-да-да. Да-да-да. Так, сделки, гляди. Персоны, все, что мы делаем, рекламируем. И это тоже реклама. Реклама всего за 9,99. Вот видишь, как зайти на абсолютно случайный стрим можно. О, кстати, спасибо за фоллоу, я только что его заметил. Йо-хо. На меня подписываются живые настоящие люди, это так необычно. Так. Сьюзи, она прямо там. Вот я клянусь, эта женщина-олень, она что-то к этой Сьюзи испытывает. Но я не знаю что. Но что-то она к ней испытывает. Молчи. Молчи, ничего не говори. Молчи. Женщина-олень, у тебя нет абсолютно никакой смелости, чтобы ей что-то сказать. Сьюзи моя. Стоп. 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 Стоп, 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 стоп. Все убрали руки от клавиатуры. Да, женщина-олень, она не прикапывается к Сьюзи. Подожди. Тут не любовный треугольник, тут уже любовный шестиугольник. Женщина-олень, она как бы не прикапывается больше к Сьюзи, потому что у нее нет смелости, но в данный момент Сьюзи проводит время со Зрелем. Они едят вату и развлекаются, пока я с женщиной-оленей где-то в темном переулке стою. Это что за сюжет для НТР манги? Hello? Игра? Сначала политика, потом такие странные сюжеты. Буду рекламировать с тебя 5к рабуксов. Рабуксы — это такое завуалированное название рублей. Прикинь, короче, приходишь на работу и потом в конце месяца получаешь 20к рабуксов. Теперь я понимаю, почему на них ничего нельзя купить. Хорошую валюту рабуксами не назовешь. В смысле, они даже не смотрят сюда, алё. Они, сука, жрут вату, пока я в темном переулке с женщиной Так, женщина-олень, иди сюда. Слушай, смотри, там Сьюзи, короче, развлекается с мужчиной. Ты можешь ей отомстить. Для этого я тебя чуть позже научу, что надо сделать. Так, тихо. Я не помню, я со всеми ними подружился или не со всеми. Это Дельтаруна, ну. Нет, стоп, погоди. Третья, в смысле третья глава? Нет, это вторая глава. Если я правильно расшифровал 3 дельты. Так. Вы мне объясните, я с вами подружился или не подружился? Я абсолютно это пропустил, этот момент. Пощада. Пощада. Все, 4 из 4 друзей. Наконец-то хоть... Сейчас у меня хоть где-то есть друзья. Так. 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 Fuck my life. Так. Так. Так, yes. Я люблю геноцид, но не люблю коридоры, в которых проводятся суды. Так, погоди. А геноцид в игре или в реальной жизни?
Это философский вопрос. Возвращаясь к игре, у меня очень неловкое чувство, что с одной стороны я вот пробежал, но с другой стороны, что с тобой происходит, женщина? Зачем ты так делаешь? Зачем? Окей. Основная причина, почему я не нажимаю на кнопки, это потому что игра в самом начале мне сказала, что хорошие дети нажимают на кнопки, прежде чем перейти. Поэтому я выкобениваюсь, но при этом, походу, я абсолютно ничего от этого не получаю. Это урок жизненный или что, интересно? Ауч. Ауч. Ладно. Тык-тык. Даже так. Даже так. Даже так. О, у меня 3 зрителя. Какой ужас. Меня смотрят живые люди, что... В принципе, я сомневаюсь, что 3-й зритель живой. Скорее всего, 3-й зритель уже давно помер. Так. Тык, тык, тык. Бежать, блядь, бежать. Yes. К успеху пришел. Не получилось, не фартануло, но к успеху пришел. Так. Без бучки уже нельзя и дорогу перейти. Обожаю этот город. Итак. С тех пор, как всех остальных подключили, они стали куда более покладистыми. И это хорошо. Вот опять, как будто бы политота какая-то тут скрывается. Ну да ладно. Он тебя в могиле смотрит. Ну... В принципе... Если в могиле есть хороший интернет, то теперь понятно, почему большинство пользователей интернета такие странные. Так, купи. А что можно купить? Я не помню, я с этими ребятами подружился. Ну, которые вирусы, а не которые иголки. Кстати, почему вирус вместе тусует со шприцом? Забота. Эй, вирус, ты должен заплатить. Так, действие. Уролог. Наэль очень быстро надевает и снимает шляпу медсестры. Крис щадит врага. Ты ж только что с вирусом тусовался. Какой из тебя врач? Господи, боже мой. Просто нахуй. Просто уходи. Блин, я опять пропустил посмотреть. Я с вирусами со всеми подружился или нет? Но вроде бы как бы сообщение о том, что друг не появлялось, значит я со всеми подружился. Так. Реклама огромного колеса обозрения. Это потрясающе. Тот, что был на фестивале, теперь кажется, в каком же фестивале. В смысле опять Сьюзи? Не... Наэль? Наэль, сконцентрируйся. Я даже выучил твое имя. Поэтому, Наэль, сконцентрируйся. Никаких Сьюзи. Только Крис. Я поеду с тобой. Никаких Сьюзи. Я с тобой поеду. Я. Никаких Сьюзи. Я люблю в Undertale геноцид, но не люблю коридоры, в которых проводятся суды и судья-скелет. А там же, по-моему, один коридор. Хотя судья... Кстати, то неловкое чувство, когда я играл в Undertale, но не прошел Санса на геноцид ни разу. Потому что я помню, когда в первый раз играл, я прошел на нейтральную концовку, типа сначала я половину убил, потом мне вроде как бы игра сказала, что их можно не убивать, и я перестал их убивать. А потом в самом конце мне Флови сказал, типа, ты ж можешь вообще никого не убивать, братан, подумай об этом. Я такой, никого не убивать? Но потом я и в самом деле никого не убил, и, к своему огромному удивлению, даже без прохождения получил хорошую концовку. А потом меня Флови попросил, типа, не удаляй игру, не сбрасывай игру, все такое, я такой, ладно, и удалил Undertale.
Я знаю, что с тобой что-то не так, Крис. В смысле со мной что-то не так? Я мужчина в самом расцвете сил и энергии. А ты женщина, пусть и с рогами. У нас есть много общего. Мы идем вместе в темный переулок. Да. Так. Я надеялся, что это работает. Так. Олениха, это не смешно. Ты не должна это делать. Мы одна команда. Мы должны доверять друг другу. Поэтому я ожидаю, что ты сейчас будешь стоять на месте и не двигаться. Окей? Чушь. Чушь. Никогда больше так не делай. Слышишь? Никогда. Я в этой группе альфач. Я могу себе такое позволить, а ты нет. Кстати, а что там сверху было? Я как-то пошел сюда, но не пошел сюда. Ёб твою мать, идите нахуй. А, тут как ты, что ли? Да-да-да. Молодая парочка вместе школьной ночью. Что ты можешь нам предложить, страж этого интересного здания? В смысле обувью, блядь? В смысле обувью? В смысле друзья? В смысле обувью? В смысле друзья? Мы не просто... В смысле френдзона? Нет, 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 нет. Я обязан защитить Сьюзи от домогательств женщины-оленихи. Поэтому я беру огонь на себя. Мы не просто друзья, окей? Окей? Мы не просто друзья. Я его за жопу схватил. Я не хотел его за жопу хватать. Почему люди сверху стреляют в меня спермой? Это что такое было? Так, забота, пощада. Щадим врага. Пилимся, живем. И на этот раз я, кстати, увидел, что у меня реально все друзья забиты. Так что с этими парнями можно больше не общаться. Коробки. В смысле? В смысле? Странные коробки. Ну и черт с ним. Так, тут проблема. У меня буквально 0 хп. А передо мной горячая милфа. Передо мной не просто горячая милфа, передо мной горячая милфа с алкогольным отравлением. А я маленький мальчик. Нет, 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 у меня нету с тобой никакого союза. Нет, нет, ты мне даже не нравишься. Не-а, не-а, не-а. Я уже Снаэль мучу. Господи ты, боже мой. Ты не могла появиться раньше? Сейчас-то уже поздно.
Женщина, ты нахрен пьяна. Иди домой. Пока ты приключения не нашла тут. Никакого извлечения, никаких разговоров про извлечение. Нет. Оу. 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 Что за странное напряжение в воздухе? Оу. Спасибо, синяя птица. Ты вовремя. Yes. Если что, я не пропускал ни единой реплики. Оно само. У меня столько вопросов. Для начала, давайте поговорим о слоне в комнате. Почему эта статуя в одних трусах? Я столько себе с ней общего сейчас ощущаю в данный момент. Кстати, охуенная статуя. И я не знала, что у тебя есть соски. В смысле? Стоп. Все убрали руки с клавиатуры. Шиппинг королевы и синей птицы. Мне кажется, у них есть шанс. По крайней мере, химия у них уже есть кое-какая между собой. Будут? Так. Кстати, они оба синие, если что, это... Стоп, я тоже синий. Блядь. Я тоже синий. Я не хочу. Наэль, мне сейчас было так некомфортно, что я даже рад тебя видеть. Хотя это случается весьма нечасто. Ну, в смысле, можно было просто проколупать в ней дырки. У меня даже есть меч специально для этого. Алло? И я думаю, коробка тебе, в принципе, весьма подошла. Я бы назвал тебя Solid Snake Nail. Я взрослый мужчина. Если я хочу пялиться, я пялюсь. Наэль, ты хочешь узнать ответ на этот вопрос? Потому что я могу его сказать. Да-да-да. Не, ну в принципе да. После того, как Наэль ее похвалила, эта статуя кажется отстойной. Просто пойдем. Просто пойдем. О, хилялка. А, боже, опять эти фрики. Ну давайте, что у вас тут? Нет, я не буду твои бублики. Типа, она олень, и поэтому они включили рождественскую песню. Мне кажется, это немного расизм, ребята.
Я жду пост в Твиттере потом попозже. Это как если бы у меня был чернокожий персонаж, и они включили бы рэп. Господи, что за переулки странные? Я максимально потерялся. В смысле, я только что купил чай со вкусом Криса? Ну да, она олениха, у нее типа рога, все такое. Нос. Ну, либо она демон, либо олениха. Тут как бы одно из двух. Ауч. Ауч. Так, защита. Магия. Туманство. О, как интересно. То есть, в отличие от зеленого мужчины, у нее это сон ауешный. То есть, типа, она не просто замена зеленому мужчине, она, в принципе, круче зеленого мужчины. Хотя, при этом она абсолютно новичок во всех этих приключениях. Олениха, ты случайно не чей-нибудь Мэри Сью? Так, манекен с платьем. Распродажа, распродажа. Спешите в магазине одежды, скидки на одежду. Окей, Кари. Всего за 300 рублей. Что мы можем купить за 300 рублей? Так. Мы купили платье. И я знаю, на кого мы это платье оденем. Я знаю, на кого мы оденем это платье. Ты что думала, я платье тебе отдам? Платье мое. Ауч. Так, все, меня ударила машина, я снова адекватный, я больше не хочу платье. Ауч. Fuck my life. А где я? А где я? А где кнопка? А где кнопка? А где кнопка, блядь? Ё-моё. Так, мы тут зависли на некоторое время, судя по всему. Я буду очень зол, если окажется, что это просто путь назад, и на самом деле кнопка на той стороне, и я должен был ее нажать на той стороне, когда в обход пойду. Я буду очень зол, если это вариант. Так, я больше не хочу.
Ах ты ж ёкарный бабай. Ах ты ж мазафака. Ах ты ж мазафака. Ах ты ж мазафака. Ладно, это было глупо с моей стороны. В смысле? Ах ты ж. Окей. Но я, в принципе, понял, что надо делать. Кстати, меня уже столько раз машины сбивали, что мне кажется, мне уже страховка должна прийти в рублях. Это было напряжно, но мы справились. Так, это что за место? И почему я один? Почему лениха осталась позади? Ты это видела? Нет, ты это видела? Меня только что сбила собака на погрузчике, и я помер. А потом я воскрес рядом с мусоркой. Это буквально начало киберпанка. Плюс-минус. Комната между, здесь есть комната меж комнат. Что такое комната меж комнат? Мусорный контейнер, внутри есть подушка. И я, короче, типа меня сбили, и я на эту подушку упал. Вон она что. Ау. Чё за странное? Слушай, тут СЦП как будто надо вызывать. Так. Ну, я заслужил. Погоди, а куда? Я потерялся? Блять. Так, мы тут. Сюда мы не заходим. Но. А куда нам? А куда нам? Мох. Так, мне нужна сила мха.
Лансер все еще на золотой статуе залипает. Каким образом я умудрился заблудиться? Что? Погоди. Я могу пройти выше? А, я могу пройти выше, но мне машины мешают. А, вон оно. И как мне теперь налево идти? Ну, это было ожидаемо. Так, нет, это не этого, не того. А, я понял, как мне налево идти. Оу. Так, что ли, можно пройти? В смысле, блядь, я пришел туда? В смысле, блядь, я пришел к старту? В смысле, блядь, я пришел к старту? В смысле, блядь? Я пришел к старту? Что за лабиринты разума? Я, блядь, постарел лет на 10, пока между этими машинами лавировал. Ну чё, ну это головоломка с мышами, чё. А, стоп. Правильно рассмотреть мышей, используя переключатели. Что? Z взаимодействовать, влево-вправо повернуть. Нет. Чё? Чё? Ох, ёб твою мать, мы тут зависли. Окей. Девушка, я боюсь, мыши в вас врежутся еще очень много раз. Ау. Так. Так. И я в шоке от самого себя. Я знаю, что надо делать. Я знаю, что надо делать. Я знаю, что надо делать. Ну, молодец, Оленика. Ты даже пригодилась в чем-то. Сыр. Я трону этот сыр. Мышь. Мышь. Это поднимает довольно философский вопрос. Можно ли подружиться с мышью? Оу. Окей.
Влево, вправо, влево, вправо. Влево, вправо, влево. Ну ладно. Действие можешь поймать. Fuck my life. Влево, вправо, влево, вправо. Но это же не крыса. Ну, в принципе, да. До тех пор, пока это не крыса, мы можем быть друзьями. Слушай, это расизм, отказываться дружить с крысой, но дружить с мышами. Да и карни было. Просто уходи. Просто уходи, я не хочу с тобой больше общаться. Слушай. Оказывается, с мышью можно подружиться. Интересно, что упустил. То, что мне сыра-то не досталось. Но учитывая, сколько сыр сейчас в магазине стоит. В принципе, халявный сыр бывает не только в мышеловке. Yes. Yeah, boy. Yeah, boy. Так. Один поймался. Пощада. Так, это поднимает интересные вопросы. С одной стороны, по-видимому, мне надо было не касаться сыра, хотя я не знаю, каким чудовищем надо быть, чтобы не касаться сыра. Халявного сыра. С другой стороны, я только что подружился с мышами. Так, надо, кстати, похиляться, что ли? У меня куча вещей. Сыр был уничтожен. Опустили. Но не очень-то и хотелось. Так, это тупик. Я абсолютно точно верю, что это не тупик, потому что я вижу внизу кнопку, на которую надо нажать. Это было странно, но окей. Почему у оленихи такие странные взаимоотношения с крысами? Это ж просто крысы. Да ладно.
Привет. Да, чё, как там в головоломках было? Прикинь, короче, я тут сижу, решаю головоломки, и ко мне абсолютно никто не подходит и никакую лапшу на уши не вешает. Я просто в одиночестве абсолютно спокойно решал головоломки. Это было весьма медитативно. Да-да-да. Пока ты там от мышей прыгала, я развлекался, познавал дзен и абсолютно никаких синих птиц в радиусе километра. Абсолютно никаких синих птиц. Абсолютно никаких синих птиц, блять. Ебать, сейчас синема было. Это что такое? Это была засада? В смысле? В смысле? В смысле? Ну, в принципе, это было изи. Я даже не вспотел. Так. Ой-ой. О боже мой, это абсолютно неожиданная синяя птица. Ну, как тебе сказать? Это началось еще с прошлой главы. Я, Сьюзи и Разриэль соревновались в флирте. И Сьюзи и Азриэль успешно проводили свои попытки флирта, а я зафлиртовал все, что движется. Что не движется, я подвигал и зафлиртовал. Поэтому, если ты переживаешь о судьбе женщины-оленя, не переживай. Крис the Enter Knight. Да-да-да, у нас союз. У меня и женщины-оленя. В смысле, он сейчас скажет, что у меня с ним союз? Ну, в принципе... В смысле, меня только что бросил синий птиц из-за того, что я начал мутить с оленихой? Блин, слушай, с одной стороны синема, с другой стороны, я абсолютно не ожидал этого от игры.
Нет, синяя птица, мы еще можем быть вместе. Не дай какой-то женщине оленя разлучить нас. Ауч. 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 Ты бьешь свою же женщину, чудище. При этом почему-то ты бьешь только свою женщину, а меня ты игнорируешь. Что за синема, блин? Он ведь меня раскатывает? Признаюсь честно, я уже немного подустал. Из-за этого я прям так дико фейлю. Так, новый положняк. Новый положняк. Сейчас мы добираемся до точки сохранения. Сохраняемся. И на сегодня все. Потому что я говорю, что-то я уже слегка подустал. Да-да-да. Это будущий абьюзер. О, точка сохранения. Юху. Итак, куриные наггетсы. На сегодня мы заканчиваем. Завтра мы весьма вероятно продолжим. Так что всем пока-пока.